делается такой надрез. Ставится вот такая метеоровая ниточка. Режется вот так притык. И нужно нанести точный молоточный удар. Вот. И в конце из этого изделия у нас должна получиться вот такая вещь. В основе национального творчества уникальная техника исполнения. Магомед Алиев занимается унцулькульскими изделиями всю жизнь. Это мастерство, которое передается в их семье из поколения в поколение. Работа кропотливая. Чтобы сделать небольшой кувшин, мастеру нужно больше 20 тысяч точно рассчитанных движений. На одно изделие может уйти больше полугода, потому что изделие досконально должно высушиться в опилках, потом нанести рисунок, потом чисто лакировка тоже уходит где-то неделя. Ну, ориентировочно это полгода на одно изделие. Ну, карандашница стоит для ручек 2000 рублей. Женское украшение 1500 рублей. Ручка просто, чтобы писать, там 500 рублей. Получается, полгода вы стараетесь и... Ну да, вот мы мастера сами не ценят своей работы. Пестрые, ворсовые и безворсовые ковры ручной работы, балхарские гончарные игрушки и предметы быта. Ну и, конечно, жемчужина выставки – кубачинские украшения. Цена здесь разная. Есть изделия как за 1000 рублей, так и за 500 000. Бриллиант то же самое, такая же, как и стекло, но она, правда, еще прочнее и легче с ним работать, чем с обыкновенными другими камнями. Потому что могут поломаться, а эти не поломаются, как ты там не старался. А не страшно оставлять вот так? Нет. Когда у знакомых, ну, я считаю, что это наши очень близкие соседи, вот у вас тут оставлять нет. Открылась выставка «Декоративно-прикладное искусство Дагестана» в рамках межмузейного сотрудничества. Цель Дербентского музея-заповедника – познакомить жителей СКФУ с дагестанской культурой и историей. Здесь каждый находит для себя что-то интересное и новое. Я сегодня для своей дочки приобрел один кулон, и я знаю, что с какой любовью, с каким трепетом все это делается, сколько вкладывается туда энергии в эти предметы. Они не просто так. Предметы, которые бездушно сделаны в цехах, в заводах каких-то. А это то, что мастер каждый раз что-то новаторское, что-то новое приобретает в своих знаниях и пытается, наверное, поделиться вот этим вот своим видением этого мира. Мне очень понравились изделия из дерева, и это очень редкое искусство, как работает мастер, который привез свои изделия. Но меня, конечно, интересовало и ворсовое ковроделие. Так уж принято считать почему-то, что у нас оно было менее развито, но у нас точно так же было развито и ворсовое ковроделие. И ковроделие это было очень развито в Дагестане. Сегодня в музее Дагестана очень много сохранившихся ковров. Есть в архивах, в частных коллекциях у нас тоже эти ковры. Посетить музей и приобрести понравившийся экспонат может любой желающий. Выставка в регионе продлится до 18 марта. После экспозицию представят ценителям искусства в Ставрополе. Хава Газикова, Мухаммад Билакиев. Новости 24.